13 мая 2014 года распоряжением главы Республики Коми номер 129 была создана так называемая рабочая группа, которую Вячеслав Михайлович создал специально для урегулирования этого вопроса. Тяжелого, сложного вопроса для наших граждан. Соответственно, в состав рабочей группы вошли всевозможные разные специалисты научно-исследовательских институтов, научная среда, это и регулирующие органы Роскомнадзоры, все эти органы связаны с радиацией. Я не буду перечислять, я скажу, что в состав рабочей группы входит у нас всего количество рабочей группы порядка 37 человек, из них только Ухтинского района 14 человек, в том числе, как говорится, и ваши покорные слуги. По результатам рабочей группы был вынесен протокол и решение. Здесь много пунктов, мы их не будем поднимать. Я хотел бы услышать ваше мнение, Евгений, по поводу работы этой комиссии, по поводу высказывания Вячеслава Михайловича. Мы будем с вами вести такой диалог. Значит, самое главное, и что меня, по крайней мере, очень сильно успокоило, значит, появилась определенная линия. Значит, в чем заключается линия? На сегодняшний момент те так называемые домыслы по строительству ПЗРО на территории города Ухты на сегодняшний день уже вопрос практически закрыт. Значит, линия заключалась в чем? Значит, договорились все вместе, что невзирая на то, что указано, какие формулировки в существующем проекте существуют, выработано самое главное. Сейчас все вместе, то есть в состав будут принимать участие все люди, которые находятся в составе группы, в поиске организации, которая будет проводить экологическую экспертизу этого проекта. Значит, что такое экологическая экспертиза в нашем понимании? Значит, во-первых, техзаданием для экспертизы будет тоже разработаны нами предложение. Значит, почему это очень важно? Дело в том, что при первичной разработке проекта у жителей города, можно просто сказать, никто не спрашивал. На сегодняшний день именно в техническом задании будут звучать именно предложения жителей города Ухты и представителей Республики Коми. Значит, я считаю, что это серьезный сдвиг. Почему? Потому что понятно, что город Ухта выдвинет свои предложения, и основным предложением в техзадании будет найти способы утилизации ядерных отходов на территории поселка Водное по возможности без строительства ПЗРО. Это очень важный пункт. Почему? Потому что на сегодняшний день все жители Ухты категорически против строительства ПЗРО на нашей территории. Но мы не должны забывать такую вещь, что действительно территория Водная загрязнена, и мы обязаны принять такое решение, которое приведет, результаты которого приведут к очищению территории Водного ради радиационного заражения. Вот здесь бы я хотел бы сказать, добавить, вклиниться. Итак, были разные предложения у этой рабочей группы. Я бы хотел просто зачитать, по нашей точке зрения, убийственное предложение, которое предлагали научно-исследовательский институт. Я точно не могу сказать, значит, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек, из них доктора, профессора, для полной реабилитации радиоактивных загрязненных участков и объектов на территории Ухта необходимо расширение примерно в 2 раза пункта ПЗРО. Это, конечно, нас очень крайне удивило. И вот здесь один из ведущих специалистов, господин Кичигин, объяснял, что существует 3 вида захоронения. Первое, как он говорил, оставить все как есть. На месте захоронения, да, второе, значит, распылить на большую территорию. И третье, это строительство ПЗРО. Сегодня 2 первых не применяется, применяется только ПЗРО. То есть остается что? Если государство стремится очистить территорию, оно будет ее очищать. И поэтому мы как раз и говорим о том, что если это надо, то тогда эта общественная экспертиза экологическая,
которая имеет право проводиться какими-то организациями, которые имеют лицензию, она будет нанята нами и работать будет в наших интересах, и она скажет о том, что нужно ли строить ПЗРО или не нужно строить ПЗРО. Это очень важно. Дело в том, что сегодня мы говорим о том, что радиация на водном уменьшается. Как она там уменьшается? Выводится она там через воды или как она уменьшается? Но это факт. И поэтому эта экологическая экспертиза докажет и покажет реальности сегодняшнюю. Может быть, от этой радиации фактически ничего не осталось, а мы здесь копья ломаем все, не можем представить. И еще самое главное, что это точно будет, что Вячеслав Михайлович сказал, мы и комиссия его полностью поддерживает, эта рабочая группа, что там, где сегодня хотели строить ПЗРО, там его не будет. Надо, значит, его что? Будут искать в другом месте, скорее всего. Да. Даже, может быть, за территорией Республики Коми. Что, наверное, более вероятный вариант. Потому что никто из наших соседей, то есть МОГО, которые граничат с нами, естественно, тоже не захотят, чтобы на территории их населенных пунктов, рядышком, по крайней мере, находились такие объекты. Ну, фактически, еще было сказано достаточно прямым текстом о том, что даже если будет принято решение, то надо убирать это захоронение не ближе, чем сотни километров от ближайшего населенного пункта. Ну, то есть варианты. Будут искаться какие-то варианты, которые приемлемы населению Ухтинского района. План мероприятий – это получение разрешения на использование рабочей группы информации. Это очень важно. Мы должны знать, что планирует РАО, как оно будет делать, и эта рабочая группа будет иметь. То есть каждый член рабочей группы будет иметь, в том числе это будем иметь и мы. Потому что мы, как рабочая группа, члены рабочей группы от города Ухты, именно защищаем жителей наших, жителей от того, чтобы это не построено было здесь, на территории МОГО Ухта. Значит, кроме того, дополнение. Выбрать организацию для проведения независимой экологической экспертизы. Вот о чем мы говорим. Это должно быть сделано до 15, по-моему, июля. Да? Мы должны в ближайшее время согласовать. Да. Времени не так много. Значит, включить в состав рабочей группы дополнительно еще жителей ПГТ Водный. Но мы об этом уже совещались, и уже инициативные люди нашлись. Будем включать. Так, обязательно контроль. Контроль за тем, что происходит сегодня. Да, и, кстати, надо сказать, что происходит. А то некоторые думают, все, началось строительство ПЗРО. Понятно, что такое мнение появляется в городе Ухте, потому что действительно информации совершенно мало. Соответственно, большой недостаток это надо устранять, контроль осуществлять просто необходим. И сейчас это делается, вот как раз в ближайшее время выезжали непосредственно на территорию Водного, где пообщались даже с людьми, которые разрезали в данный момент металлоконструкции, которые будут вывозиться с территории Республики Коми. Значит, это очень важно на сегодняшний день, я считаю. Значит, дальше. Люди, которые, допустим, инициативные группы у нас очень много в городе появилось, это, в принципе, очень хорошо. Это доказывает только то, что жители Ухты не будут просто сторонними наблюдателями в этом. Это оказывает огромную поддержку, в том числе комиссии нашей. Почему? Потому что, ну понятно, если комиссия одна, интересы города, это одно. А когда комиссия плюс весь город, это совсем другой подход. Значит, очень здорово, что на сегодняшний день ребята, которые инициативные группы, они не просто, как говорится, флагами машут, они конкретно пытаются, допустим, организовать людей, какую-то информацию доносить. Вот сейчас, я считаю, очень важно, мы должны все вместе найти пути информационные, которые позволили бы нам, каждому жителю Ухты, доводить новую информацию. Потому что вот за этот, наверное, месяц, два, три, наверное, очень много поменяется. То есть кого-то успокоит информация, кого-то, может быть, наоборот. Я бы хотел здесь добавить, что как раз в плане мероприятий обязательно введем пункт номер 7. Это информировать население МОГО Ухта через официальные интернет-сайты, печатные издания Республики Коми и муниципалитета города Ухты. Значит, о всех, как бы сказать, всех шагах, да, которые производит рабочая группа. Здесь один из пунктов – подготовить техническое задание для проведения экспертизы. Что это значит?
То есть мы, рабочая группа, сформируем именно направление деятельности этой экологической экспертизы. Скажем мы ей проверить, нужно ли делать или не нужно. И она обязана нам сказать уже официально, нужно или не нужно. Что у нас здесь еще? Посмотрим. Ну, корректировку планов действий, организовать контроль качества воды, которая на водозаборах, огородить и обозначить специальными знаками радиационной опасности территории заводов 1 и 7 и так далее. Вот, значит, такие работы проводились нашей рабочей группой при главе республики в городе Сыктывкаре. И вам как бы последнее слово для подведения итогов. Значит, в заключение что хотелось сказать. Опять бы вернуться все-таки к общественным организациям, которые занимаются поддержкой нашей в том числе. Значит, хотелось, чтобы, наверное, напрямую ребята с этих общественных организаций вышли на связь с нашей рабочей группой, для того, чтобы они, в свою очередь, доводили до граждан нашего города Ухты достоверную информацию, ну, как бы возвращаясь, что кого-то это успокоит, кого-то может дополнительную энергию вольет, чтобы помогали нам, это будет правильно. Значит, со своей стороны, как рабочая группа, мы, конечно, сейчас обязаны квалифицированно и строго в интересах нашего города, а вот тут, кстати, не прозвучало, что все члены нашей группы, они все являются сторонниками того, чтобы ПЗРО в нашем городе не появилось. Мы должны сейчас, в данный момент, подготовить именно предложение для тех заданий комиссии, которые будут проводиться в нашем городе. Почему? Потому что как мы сформулируем тех заданий, в таком направлении и будут выполняться все эти работы. Если мы напишем, мы хотели бы найти способы утилизации отходов без строительства ПЗРО, это будет очень важным шагом. Почему? Потому что люди, которые имеют лицензии, они должны четко понимать, в каком направлении им двигаться. Поэтому мы будем сейчас в ближайшее время садиться, очень будем внимательно слушать предложения и жителей Ухты через, наверное, лидеров общественных организаций, которые нам помогают. И в результате совместно должны выварить некие решения, которые будут четко определять сектор движения этой так называемой экспертизы. Ну, естественно, вот за это время мы должны тоже активно принять участие в поиске того предприятия, которое будет именно проводить экспертизу. Потому что, ну, что тут скрывать, мы живем в стране, мы знаем все недостатки нашего государства, всякое может быть, и поэтому, чтобы завтра не оказалось, что кто-то скажет, допустим, ну, какая-то комиссия, которая заинтересована в неких других решениях. Чтобы такого не было, мы должны все вместе, в том числе, опять возвращаюсь к тем лидерам общественных групп, которые нам помогают, все вместе найти организацию, которая будет проводить именно эту экспертизу, чтобы завтра у нас не возникали вопросы. И я думаю, это будет эффективно, и, ну, в принципе, на сегодняшний день это очень важно. Ну, как говорится, сами себе скажем спасибо, и мы будем держать вас в курсе, что будет происходить в нашей рабочей группе. Мы будем стараться всеми нашими возможностями. Спасибо за внимание.